Здравствуйте, это «Полиглот», где мы ищем тайный смысл привычных слов. О них мы говорим и думаем, беспокоимся, когда их остается мало, и откровенно нервничаем, когда их не остается совсем. Деньги – явление, которое играет огромную роль в жизни даже самого немеркантильного современного человека. Кто был тем первым пятикантропом, кто додумался обменять ногу мамонта на особенно красивый камешек, доподлинно неизвестно. Да и нас сегодня не так уж и интересует, когда появилось понятие «деньги», сколько занимает вопрос, а откуда пошло само слово «деньги». И здесь разночтений быть не может. Все задокументировано в летописях. Деньги – это заимствование тюркского «тенке», что дословно означает «монета». Но переводом в XIV веке никто озадачиваться не стал, и «тенге» вначале превратилась в просторечную «деньгу», а уже затем облагородилась в современные «деньги». В истории сохранилась даже полуденьга – монетка, появившаяся в результате денежной реформы Петра I. Она была мини-рекордсменом по всем параметрам, оказалась самой маленькой и по весу, и по достоинству. Номинальная ее стоимость в лучшие годы равнялась четверти копейки, а вес – 0,17 грамма. Но пользовались ею активно, и до наших дней их сохранилось немало. Знаете ли вы, что такая же полуденьга, только уже венецианского происхождения, в далеком XVI веке дала название целому направлению печатной журналистики – газетам? В Венецианской республике в те далекие годы чеканили маленькую монетку маленького же достоинства с изображением сороки. Название этой проворной птички на итальянском звучит как «газза». Соответственно, и монетку нарекли по имени пернатого – «газетта». Примерно в то же время один из предприимчивых венецианских богатеев решил выпускать первую в городе газету. Назвал свое детище незатейливо – «Письменные известия». И даже цену назначил более чем привлекательную – одну газету за газету. Потому что денег мельче тогда попросту не существовало. Не сказать, что любовь к чтению газеты у венецианцев разгорелась пылко, но в обиход привычка вошла. Позднее название «газета» для своего еженедельного издания позаимствовали французские журналисты, посчитав его более чем символичным. И через парижские печатные станки слава о мелкой монетке газете, ставшей именем нарицательным, пошла уже по остальному миру. Уговор дороже денег, копейка рубль бережет, а рубль голову стережет. Мал золотник да дорог, велик пень да трухляв. Учитывая, какую роль играют деньги в наших жизнях, то и пословиц о них масса. Но очень философски к деньгам относится татарский язык. «Вахыт окшадан кадерлерек» – «время дороже денег». И, наверное, всем нам эту истину нужно почаще себе напоминать. Это был «Полиглот». Мы предлагаем внимательнее слушать, чтобы услышать.